приглашаю вас в гости на свой веб-сайт. Я сейчас его включу, и мы с вами отправимся в путешествие по моей жизни. Хорошо? Вот так мой сайт озаглавлен. Вот он. Эдуард Алексеев, персональный сайт. Тут же мой адрес. И тут моя фотография, которую сделал мой друг здесь как-то осенью, лет 5 тому назад. Да, именно 5 лет тому назад, когда я праздновал 70-летие свое. И мои друзья, Заргал Соловьев, в частности, подарили мне вот такую возможность. Сделали для меня веб-сайт. И этот веб-сайт открывается вот такой мелодией Гранта Григоряна. Сахам Сире Барахсан, Якутия, любимая моя. И это звучит здесь, как эпиграф. Сахам Сире Барахсан, Сахам Сире Барахсан. Вот это такая мелодия, эпиграф к моему сайту. Ну, именно потому, что для меня Якутия это вообще, можно сказать, вся моя, большая часть моей жизни. Вот то, что новое на сайте я ставлю сейчас, оно вот в этом разделе. Всесоюзное фольклорное. Что такое всесоюзное фольклорное? Это Всесоюзная комиссия по народному музыкальному творчеству, которой я руководил в 70-е, 80-е годы. 20 лет я отдал этой комиссии, работал на общественных началах, как тогда говорили в Советском Союзе, то есть бесплатно, помимо своей основной работы в Институте истории искусств. Эта комиссия проводила очень большие мероприятия. Вот, в частности, вы видите один из первых наших советско-американских симпозиумов, который мы провели в Прибалтике. Потом мы проводили симпозиум в Америке тоже. Но дальше это дело не пошло, потому что Советский Союз, как известно, в 1991 году развалился. И, соответственно, наша Всесоюзная комиссия тоже прекратила свое существование. Но успела оставить следы очень интересные. У нас мы издавали раз в год информационные письма, потому что комиссия по народному музыкальному творчеству была частью комиссии по музыке народов СССР, Союза композиторов. И мы один раз в году сдвоенный номер их информационного письма заполняли своими материалами. И вот один из этих выпусков, значит, сейчас нам удалось разместить здесь в информационном письме на нашем сайте. И в том числе там есть еще и другие материалы. Из новых материалов, которые на сайте, я уж сразу сейчас о новых скажу. Вот интервью, которое Робин Харрис, американский этномузыковед, наш большой друг, провела в Гарварде, в архиве мировой музыки, куда я поместил свою коллекцию якутскую музыкальную коллекцию народных песен и народной музыки. И вот они говорят об этом. Потом есть здесь же тоже недавно записанное видеоинтервью о якутской коллекции в Гарварде, которое тоже Робин Харрис. Я рассказал о том, как эта комиссия создавалась, как она попала сюда, в Америку, в Бостон, в Гарвард. И другие еще здесь есть видеоинтервью. Вот «На пути к музыке». Это рассказ о моей ранней фазе развития, о том, как я становился музыкантом. Есть еще и специальное интервью, посвященное экспедициям в Якутию и не только в Якутию. Здесь и последний мой вот недавний доклад на конференции в Якутске, куда мы ездили в марте этого года, 2012 года. И на этой конференции я выступил с докладом о этномузыковедческом эксперименте и о тех пробах и ошибках, которые сопровождали этот мой эксперимент, который я в поле делал с народными музыкантами. В
чем я старался поставить материалы, чтобы не только тексты были там, но чтобы и звучание было. Вот, например, мы если зайдем в этот этномузыковедческий эксперимент, в этот доклад, откроем его, то, да, кстати, вот здесь шапка у этих материалов, это наша экспедиция в Монголию, где вы видите нас в очень необычной, на очень необычном, так сказать, фоне. Их Газрын-Чулу, черные камни в пустыне Гоби, куда мы ездили вместе с монгольскими музыкантами и с моим аспирантом Фаридом Камаем, с моим большим другом Даши Дугаровым, бурятским замечательным этномузыковедом. И там мы записали довольно много интересных монгольских писем. Но сейчас речь идет о другом, о этномузыковедческом эксперименте на пути проб и ошибок. Вот этот текст здесь. Но в тексте есть и вставки музыкальные. То, что я показывал в Якутске на конференции. Здесь я могу это повторить. И вот звучит, например, одна из песен. Это запись песен в 70-е годы была сделана. Есть там и другие материалы, другие ошибки, и даже и некоторые не только ошибки, но и достижения. В частности, есть тут и такие необычные кадры, когда я, например, записывал, мы вместе с Зоей Захаровной, моей женой Алексеевой, и с Ольгой Иосифовной Чариной, якутским этнографом, фольклористом, мы записывали вот такой, например, эксперимент, когда я просил хамусистку, исполнительницу на якутском хамусе в органе, Джавсхар, спеть и сыграть одновременно. Вот для нее это было неожиданно, но смогла она это сделать. Вот сейчас я вам это покажу. Васильева ее фамилия, Галина Васильева. Я спрашиваю, можете вы спеть одновременно? Потом ее сыграть на хамусе. Попробуем? Давайте, слова. Вот сейчас она сыграет. Нет, споет, а потом сыграет. Так, чтобы это... Вот видите, когда после того, как она спела, мы вдруг слышим в этом звучании инструмента эту песню и начинаем понимать эти слова. То есть, как бы уже как люди, знающие эту песню, вот как якутские слушатели, могут слышать за инструментальной игрой, они могут слышать живую песню, голоса и слова разбирать. И мы понимаем, как могли якутские юноши и девушки между собой переговариваться хамусом так, чтобы кто их не знает о том, чем они говорят, не понимали. А друг друга они хорошо понимают, играя на хамусах. Вот. Ну, тут и другие есть интересные материалы. И в частности, заканчивал я свой доклад показом фрагментов из фильма, нашего фильма, который мы делали о шаманах. Фильм этот назывался «Dream Time». Вот один из кусочков. Да, и вот я вам покажу, значит, как этот фильм начинался. Всесоюзная комиссия по народному музыкальному творчеству и Народная киностудия Академии наук Латвии. Там был такой замечательный режиссер, вот, Лена Сергеевна Новик, этнограф, Эдуард Ефимович Алексеев, музыковед. И вот главный автор этого фильма Слапич, Андрис Слапич, режиссер и оператор, замечательный латвийский режиссер и оператор. Так начинается этот фильм. Мы видим лицо как маска, очень выразительная. А потом действительно маска будет. Монтируется, смотрите как. Вот.
тогда мы понимаем, что это довольно реалистические маски деревянные были. И здесь идут кадры. 98-летняя эвенкийская шаманка камлала для нас по поводу прихода, возвращения из армии ее внука, вот, который ее держит на поводке сейчас. Вот это один из моментов камлания. Многие часы продолжается шаманский сеанс. Бабушка призывает все новых и новых духов, уходя все дальше от нас, в иную, недоступную нашей камере реальность. Ну вот, это один из самых последних материалов, который сейчас выставлен на сайте. А вообще на сайте выставлено довольно много уже материалов. В частности, книги мои. Из 4 моих главных монографий 3 уже выставлены здесь на сайте. Причем 2 из них в новых переработанных версиях, интернет-версиях. Я смог вмешаться в старый текст, откомментировать его новыми примечаниями, поставить туда музыку, что раньше было совершенно невозможно. Там были только нотные примеры с книги. А теперь люди могут не только посмотреть ноты, но и увидеть, но и услышать, как это звучало, и понять, что не все можно отразить в нотах, что какие-то вещи в нотах не передаются. Их надо услышать, а лучше всего услышать и увидеть. Кстати, вот первая книга моя, которая называлась «Якутские народные песни. Становление лада». Она, когда выходила, ее в издательстве назвали «Проблемы формирования лада» на материале якутских народной музыки. А сейчас я ее восстановил, снова название дал «Якутские народные песни. Становление лада». Это ближе к первоначальному замыслу. И сделал предуведомление к этой книге. Сделали мы с Жаргалом Соловьевым сделали такую зарисовку, видео вступление в фильм. Там я рассказываю о том, вот сейчас вы увидите, как эта книга создавалась и какие изменения она претерпела, переходя в интернет. Книга, которая будет теперь предложена в интернете, пользователям интернета, вышла в 1976 году в Москве в издательстве «Музыка». Ее там в издательстве назвали «Проблемы формирования лада», потому что решили, что если она будет называться так, как называлась моя диссертация, написанная в 70-м году, а она называлась «Якутские песни в свете теории мелодических ладов», то если она так будет называться «Проблемы формирования лада», то тогда ее купят не только в Якутии, а и в других местах. Но проблема продажи этой книги не стояла, потому что книга очень быстро разошлась, несмотря на то, что тираж был 2100 экземпляров. Но даже у меня у самого достаточного количества не осталось, я все раздарил друзьям и очень переживал, что у меня нет экземпляра. И вот, к счастью, через некоторое время в одном из магазинов на полке, где была книжная продукция для автолюбителей, я вдруг увидел свою книгу. Я сначала не мог понять, в чем дело, но, очевидно, товароведы решили, что проблема формирования лада, слово лада, это тогда был модный автомобиль, очень престижный советский автомобиль. И вот они, наверное, поэтому ее туда поставили. Я, к счастью, ее купил. И вот один из этих экземпляров у меня теперь сохранился. В этом сайте есть и 2 других моих книги. Вот одна, которая была не кандидатской, как первая, а докторская моя диссертация, называлась «Раннефольклорное интонирование. Звуковысотный аспект». А теперь она существует здесь не в книжной, не в бумажной версии 1986 года, а в версии электронной 2008 года. Я предпослал ей здесь вот 3 строчки перед вторым изданием. Сокращать книги, удлинять, это значит удлинять жизнь читателя. Не удержался, кое-что добавил, но утешаюсь, сокращений больше. Это вот такая японская форма
3 строчки. Вот. А сам текст книги поменялся довольно много, сильно поменялся. И тут есть и новое предисловие, и всякие приложения, в том числе автореферат диссертации 91 года, когда эту книгу защищал именно как докторскую диссертацию. Есть еще одна книга. Фольклористическая нотация. Теория и практика. Электронная версия книги, нотная запись народной музыки, теория и практика. То есть я не удержался и здесь вернулся к тому названию, которое не издательство дало, а которое я сам первоначально думал, и как я для себя первоначально называл. Фольклористическая нотация. Есть на сайте много статей, статей, докладов, начиная с моего первого доклада на 7-м Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве в 1964 году. Это фактически было первое мое публичное выступление, и там доклад мой назывался «Новое в традиционных стилях якутского музыкального фольклора. Диритира и дегренера». Это значит эпические песни и песни бытовые. Вот. Нужно сказать, что вот тогда уже как-то сложилась классификация якутских народных песен, которой я придерживался. И в этом докладе были приведены нотные примеры, нотные, значит, нотации, которые иллюстрировали эти разные стили. Но теперь я к ним уже мог добавить звучание те записи песен, которые легли в основу этих. Вот видите, здесь, например, песня, номер, пример 1, Марфа. А вот эта песня теперь звучит. Ну и другие тоже варианты. Другие песни. Или такая, например, песня. Сатирическая, шуточная песня. Это записано вот в начале 60-х годов, то есть это фактически полвека назад. Вот теперь это можно соединить нотный текст с звучанием.